Sabahınız hayırlı olsun sevgili seyirciler. Efirdagi Gauziya Radyo Televizyonu programı Yeni Gün. Hem ben Natalya Jelezova. Herkesin selamlarım. Bu sabah vakitini hem gün sırasında birlikte geçireceğiz. Kalınız bizimle GRT kanalında. Yolun boyunda çiçek beyaz, umut verir bize ilk kez, umut verir bize ilk kez. O çiçeklerin benizi, bizim adımların izi, bizim adımların izi, kederle sarkalan bizi. Yirkes kondum beralara ortalık usluaydın, umudunu kesme ama hey, karasıysan yanma adın, olmaz fayda kalmaz sadın. Açık beyaz çiçekler dursun, pak yürek insanda olsun, pak yürek insanda olsun. Bu ay gölge yaklaştı. Gelin geçin yolcular olsun, bak kokuyla canlar dolsun, bak kokuyla canlar dolsun, kederiniz faydalı olsun. Yılkes kondum yaralara ortalık usluaydın, umudunu kesme ama hey, karasıysan yanma adın, olmaz fayda kalmaz sadın. Selamlarım sevgili seyirciler sizi. Sabahınız hayırlı olsun. Size denik hazırladık kimi haberleri. Bugün programımızda onlar olacaklar. Paylaşacağız. Onlarla Aydın Adıcı'nın Mikhail Çakir'in adına 2. Pravoslav Festivali Çadır kasabasında geçti. Bu olaya katıldılar kilise okulların öğrencileri, yaratıcılık merkezin terbiye edenleri hem kolektifleri. Kiliselerin hizmetçileri söylerler, hani Mikhail Çakir'in adı bir de zaman değil lazım unutulsun. Niçin ki Mikhail Çakir bütün yaşamasını bağladı Gagavuz halkına, onun historiasına hem adetlerine. Böyle festivaller lazımlı gençlerin din uğrunda terbiye etmesinde. Böyle festivaller gösterirler nice evlat boylarımız severler kendi ana tarafını, adetlerini hem de inanı. Для нашего единого культурного центра, для муниципия Чедерлунга это очень важное и значимое мероприятие. Год назад
Познакомившись с художественным руководителем нашего единого культурного центра, придя сюда на работу, мы придумали и решили создать фестиваль православной культуры. Наш коллектив поддержал эту идею. Мы переговорили с представителями духовенства нашего города, с руководителями воскресных школ Чедерлунги и пришли к мнению, что нам действительно необходим такой фестиваль, потому что Чедерлунга является родиной, скажем так, просвещения гагаузского народа. Ведь именно из Чедерлунги выходит наш известный просветитель Михаил Чекир. И это славное имя в истории нашей Гагаузии стало основанием для нас создать этот фестиваль и этот фестиваль назвать именем протоиерея Михаила Чекира. Важность этого фестиваля в настоящее время состоит в том, что мы возвращаемся, наш народ, наши люди, наша молодежь, наши дети возвращаются к духовным основам. Нам необходимо, как никогда, духовно-нравственное воспитание нашего подрастающего поколения. Не только подрастающего, но и взрослых, которым 25 плюс 30 лет. Тех, которых называют немножко потерянным поколением. Потому что, когда происходило формирование их личности, их родители были в большинстве случаев на заработках. И дети были предоставлены сами себе. Вот во избежание вот этих тяжелых последствий и родился этот фестиваль, потому что все воскресные школы нашего города, нашего района, они выполняют очень большую, важную миссию. Они удерживают в нравственных основах, в нравственных постулатах наших детей. Они прививают то, что потом говорят о человеке, человек с внутренним стержнем. То есть человек настолько закален и воспитан перед другими соблазнами, потому что он с детства постигает Слово Божье, умеет реализовывать свои творческие какие-то устремления. И ведь в едином культурном центре тоже занимаются дети. Мы ведем работу с детьми в том числе. То есть помимо того, что мы создаем культурные программы нашему населению, мы и воспитываем, прививаем навыки творческие детям. Поэтому, имея вот этот большой детский подростковый потенциал, который был объединен у нас в едином культурном центре и выступил в качестве в качестве основания этого фестиваля. С каждым годом наш фестиваль, мы надеемся, будет расти не только по количеству участников, но и расширяться его география. Если в прошлом году у нас была выставка работ воспитанников, то в этом году вы видите, что перед зданием работает ярмарка пасхальная. Потому что, опять же, для нас, для горожан, Чедерлунга является, конечно же, лучшим городом земли, чего греха таить. И Чедерлунга неспроста является культурной столицей, поэтому такое событие, как пасхальная ярмарка, она появилась в этом году в рамках фестиваля, и она пойдет дальше. Она будет расширяться и станет очень таким широким, большим мероприятием, которое откроет ярмарочный сезон годовой. Это в последующем. А закрываться ярмарочный сезон будет ярмаркой Касым Юртусу. То есть это будет логичным завершением ярмарочной работы. Что касается фестиваля, мы открываем православным фестивалем в честь нашего просветителя Михаила Чекира, в честь Пасхи, весны, всего этого празднества, которое мы видим и испытываем в эти светлые дни, проводится фестиваль. Ну и, естественно, к нам тянутся все больше и больше участников. Yere diş çökerim ben, bu toprağımı öperim yüreğimden. Çok bağlısın bana sen, ben senden atılmam. Benim toprağım, benim yerim, sen gülten yüreğim benim. Vatanımı unutmayacağım, yabancı yere da gitmeyeceğim. Bu yerde benim köklerim.
İleride programımızı saygılı seyirciler. Ne kadar daha çok biz anlatıcı uşaklarımıza bizim adetlerimizi, aile zenginliklerini, o kadar yaşayacak halkımız, dinimiz, tradisiyalarımız. Bu önemli işleri alırlar hesaba Kumrat kasabasının yaratıcılık evin uzmanları. Beraber uşaklarla öğreticiler geçirirler dersleri, angılarında açıklarlar bizim adetlerimizi. Bu sefer onlar hazırladılar büyük güzel sergi bağlı paskel örtülarından. Наш Дом творчества ежегодно проводит к такому светлому празднику выставку работ детей. Мы очень тщательно к ней готовимся, мы детям рассказываем первоначально традиции этого праздника. Каждый праздник имеет символы, поэтому мы рассказываем о символах этого праздника. Прежде чем ребенок начинает делать какую-либо поделку или какой-либо рисунок, для этого надо ребенку обозначить историю праздника и рассказать, какие символы сопровождают этот праздник. Ну, я вот кратко могу сказать, что очень часто, ну, это как бы традиционно в любой нации есть празднику православному, особенно это самый большой праздник Пасха, главный праздник всех христиан, и красят яйца. И дети очень часто не знают традицию, к чему это вообще красятся эти яйца. Я просто кратко скажу, что это Мария Магдалена, когда Христос уже воскрес, она пришла к царю с яйцом и сказала, что Христос воскрес. Он сказал, что я поверю, что Он воскрес только в том случае, если это яйцо в моей руке станет красным. И оно у него в руке покраснело. Почему красный? Потому что это символ крови, пролитой Иисусом Христом. Поэтому первые христиане красили яйца традиционно только в красный цвет. И, в общем-то, наши бабушки тоже красили только в красный цвет. Но дело в том, что у нас в современном мире все очень творчески, и люди не могут, вот, допустим, им уже не интересно, чтобы это было только красный. И поэтому, так как у нас еще и Дом творчества, мы стараемся развивать у детей творческие такое творческое начало, поэтому мы им разрешаем, чтобы они использовали любые техники, разные цвета, но традиционно всегда каждый год, ежегодно мы рассказываем, какого цвета вообще, в принципе, традиционные яйца. Еще в православной Пасхе есть такие символы. Это Пасха, кулич, это крест, это свеча, это крашеные яйца, это еще такой важный символ, это весна, это тоже символ. Поэтому дети его используют всегда, в рисунках, в поделках, везде используется такой символ, как весна. Вот эти все символы дети используют в своих поделках. Для того, чтобы, значит, у нас каждый кружок, у нас их много, у нас есть декоративного творчества группа, есть рисование. И в каждом преподаватель объясняет, как вот эти символы применить с теми материалами, с которыми работает данный кружок. Я хочу вас провести по этой интересной, красивой выставке. Вот начнем мы с того, что здесь вот с краю есть такой у нас кружок вязания крючком. Посмотрите, вот весна. Дети вязали вот такой вот очень красивый, кропотливая, между прочим, очень работа, букет весенних цветов. Еще у нас есть, вот посмотрите, это тоже замечательная работа. Вот посмотрите, я сейчас внимательно покажу вам, вот тщательно. Это яйцо связано крючком. Ребенок каждый цветочек, вот это все яйцо обвязал крючком. Это такие ручки нужно иметь. Вот это очень дети у нас талантливые. Посмотрите, вот бисером ребенок обвил, а потом опять связал крючком, цветочек прицепил. Еще вот, смотрите, зайку связал ребенок. Девочка очень маленькая, этой девочке, немного лет, и она вот так вот здорово вяжет. Еще вот связали корзинку для яиц. Вот еще, посмотрите, здесь еще есть курочка чудесная такая. Вот. Это у нас работы кружка вязания крючком.
Есть у нас такой замечательный кружок, называется Handmake. Здесь вообще просто вот выбор материалов любой может быть. Здесь дети используют все, что им творчески захотелось. Вот это яйцо сделано из фоамирана. Фоамирана, в общем, такой вот материал, который очень легко гнется, из него такие цветочки получаются. Посмотрите, очень красиво. Дальше показываю. Вот есть у нас еще такой кружок. Это шитье мягкой игрушки. Видите, вот подготовили. Дети сшили такого петушка чудесного. Вот еще кружок Handmake. Это работа с лентами. Вот из лент можно создать вот такой вот красивый яйцо-цветок, можно сказать. Это шили дети в кружке «Мягкая игрушка». Посмотрите, как творчески подошли к этому. Вот преподаватель объяснила, что яйца должны быть красные. Вот ребенок использовал красный материал, беленький, опять же красный. Вот везде присутствует красный, если хотя бы в детальках, но он обязательно присутствует. И желтый – это символ солнца, символ возрождения. Посмотрите, вот у нас есть еще один кружок. Этот кружок занимается бисероплетением. Очень популярный кружок у детей. Вот они цветочек сплели. И я вам хочу показать, какие красивые яйца из бисера делают в этом кружке. Это просто какой-то шедевр. Дети очень стараются, им очень нравится эта техника. Вот это яйцо вообще как почти Фаберже. Смотрите, вот со стразами, все очень красиво. Это делали дети из кружка бисероплетения. Вроде материал не слишком дорогой, и сама по себе техника может быть не очень сложная, я не знаю, я этим не занимаюсь, но посмотрите, какой эффект. Это можно просто вот шедевр. Вот эта корзинка сделана в очень интересной технике. Это нитки обматывали вокруг шара клеем ПВА, и потом оно высохло, все обрезали и получили вот такую вот красивую корзинку. Но здесь еще очень красивые. У нас дети очень творческие и очень творческо подходят к материалу. Вот сейчас, если вы обратили внимание, продаются такие картины, называется алмазная вышивка. Так вот, дети из этих картин брали вот этот материал, алмазную вышивку, и из этих вот делали вот такие яйца. Вы представляете, вот какие они молодцы, как творчески подошли и использовали материал. И еще у нас есть такой кружок, называется этот кружок «Изонить». Это техника, похожая на вышивку. Вышивают дети, делают это по картону и по бумаге, нитками. Вот они все тут представлены. Эти работы, ну там техника своеобразная, они используются как картинки, и также из них делают открытки. То есть это как основная часть открытки может быть использована. У нас дети готовят для выставки. Каждый ребенок может прийти с Дома творчества, не только с наших кружков, с любых, и вокала, и танцев, и из гимнастики. Они могут прийти и посмотреть, что может делать ребенок из материалов и что им можно применить дома со своими родными и близкими. Нравилось вот это яйцо. Оно красивое и очень яркое, можно так сказать. Мы дома тоже с мамой, с братом, с папой красили яйца, и там было красное, синее, желтое, зеленое яичко, и с наклеечкой. Там был нарисован боженька с крестиком. Еще вот это яичко тоже самое красивое, на нем цветочки яркие, вот так. И еще мне просто нравятся все эти скульптуры, они хорошие, яркие, блестящие. Бисер, вот это Пасха из бисера тоже очень красивая. Я помогала маме красить яйца, и еще мы брали их в салфеточку и делали ватными палочками узорчики.
Пасху я помогала маме делать. Она сделала сам крем, а сверху я его налила, красивенько украсила этими сладкими такими узорчиками тоже. Здесь очень красивая выставка, мне очень нравятся эти картины. Вот здесь нарисована Пасха с свечой. Вот здесь девочка катается на качели. Вот здесь окно, Пасха, яйца, тюльпаны, свеча. Это символизирует, что здесь Пасха, нарисована Пасха. Мы в субботу уже, как мы красили яйца, мы окутали их в салфетку, брали ватные палочки, макали ватные палочки в краску и наносили на салфетку, а в салфетке были яйца. У нас есть традиция ходить к бабушке и ходить ночью в церковь. Желаю всем мира, добра, здоровья, чтобы все были здоровы. Еще у нас есть кружок рисования, который я веду. Здесь у нас каждый год ежегодно, когда идет выставка, мы готовим рисунки. И дети, в принципе, любят очень рисовать, но я уже давно обратила внимание, что мне приходится ежегодно заново объяснять им символику праздника. Поэтому я им объясняю, что на рисунке должны присутствовать основные символы праздника, что это праздник связан с религией, что этот праздник православный, это не праздник просто как обычно. И поэтому обязательно должно присутствовать крест, потому что это православие, обязательно должно присутствовать вот эта надпись ХВ, Христос воскресе. И, вот посмотрите, ребенок, даже я не говорила об этом, он нарисовал Библию с крестиком. То есть вот так как-то очень ответственно подошел, тщательно к символам. Дети сделали рисунки очень яркими, они очень старались. И, на мой взгляд, мне кажется, что они очень даже удачно получились. Я хочу пожелать, чтобы не только в Доме творчества, чтобы и в городе Коврат, и вообще повсеместно устраивались такие выставки, чтобы в них участвовало большее количество детей и развивались творчески дети. Особенно с этим светлым праздником. Это очень красивый праздник. Хочу поздравить всех с этим светлым праздником Рождества Христова, всем пожелать здоровья, чтобы у всех было в семьях покой и мир, и чтобы удавалось в жизни все, что вы хотите.
İnanmak yaşamın temeli. Böyle kurallara göre Kıpçak köyünde terbiye edilen uşakları hem gençleri anları kilise okuluna gezerler. Yortulu konserde her yıl Kıpçak köyün kilise hizmetçileri beraber okulun öğrencilerinden hazırlarlar hem geçirirler. Paskelle yortlarına bağlı. Onlar sayarlar hani pek önemli terbiye etme uşakları hem gençleri inanmakla hem sevgiyle Allah'a. Bu takım olaylar kavuştururlar insanların ruhunu. Seyirciler anıları geldiler yortulu konserde, görebilirler pravoslav türkülerini hem küçük tiyatro oyunlarını bağlı aile yortularından. Teklif ederim birlikte bu yortunun paycazlarını görelim. Христос впереди! Христос воскресе! Христос омьят! Столько времени люди приветствуют себя этим радостным восклицанием. И удивительно, что из поколения в поколение оно передается так, что зажигаются сердца людей. Что есть жизнь? Что есть жизнь, если в ней нет Бога? И что за жизнь, если в ней нет той радости, которая приходит нам сверху? Радость о том, что мы рождаемся в этот мир. Радость той, что мы можем вырасти и стать взрослыми людьми, а повзрослев создать свои семьи и прийти к старости и осмыслить, что Бог победил смерть, ее нет. И это понимаешь тогда, когда смотришь себе в сердце. Именно там человек соединяется с Богом. Именно оттуда нам приходят все вести. Даже если это было бы провозглашено через телевидение, через иные возможности наши человеческие, но если не случится это нам, личной встречи, личной понимания того, что хочет нам сказать Бог, значит, ничего не имеет смысла. В периоде этого времени не просто жили люди, много людей. Это были судьбы людей, которые каждый лично по-своему встретил Бога. И когда рассматриваешь историю с этой стороны, то все представляется совсем по-другому. Смотришь, и я ведь часть этого мира, ведь меня тоже должно услышать слово веры о его рождении, смерти и воскресении, и что все это каким-то образом должно случиться во мне. По плоти я родился, а душой разве? Если задаешь себе этот вопрос, если начинаешь чувствовать, то рождение это происходит. А потом, становясь взрослым, думаешь, а я готов вместе с Богом взойти на крест. И когда ты понимаешь, что с Ним проходишь вместе этот духовный путь, в котором ты сострадаешь уже миру и всякому человеку, который рядом с тобой. А пройдя этот путь, ты уже не тот, который был. В тебе все силы, которые были потеряны, которые были оставлены, возвращаются. Ты воскрешаешь со Христом. Это удивительнейшую тайну каждый из нас проживает не единожды. Это случается тогда, когда Пасха, но одновременно оно случается в тот момент, когда мы готовы услышать это и исполнить. Поэтому жизнь человеческая может мерить годами, земными, а можно мерить ее тем возрастом, когда ты осознал и пошел этот удивительный духовный путь.
человек способен еще больше сделать, поняв, что есть жизнь, что есть добро, что есть зло, ты можешь научить и других. Ведь мы услышали это слово от наших родителей. Это ж надо. Они родили нас и телом, и душой. И тогда, когда ты понимаешь, что это возможно, ты протягиваешь свое сердце к тем, которых ты называешь своими детьми, друзьями, соседями, близкими. И ты им говоришь те же слова, которые когда-то тебе сказали. И ты говоришь их и с радостью, и с болью, с надеждой, и с любовью. И если это наше слово по-настоящему прожито, тогда слышат и они. И это настолько удивительно, что Бог позволил нам быть соучастником своего спасения. Он говорит: если в тебе это случилось, дитя мое, взрасти и передай ее другому поколению. Удивительнейшая тайна, в которой каждый человек получает от Бога определенное служение. И оно заключается в том, чтобы прожить до конца. И не только одному радоваться, но делиться с ней, со всеми остальными людьми. И если мы сегодня вместе, значит, это слово наших родителей, которое было созвучно. И каждый из них сказал то, чего мы услышали. И это собрало и всех, и нас. Таким образом, что мы выросли и числом. И вот эти люди, собранные во имя Господа, и называется Церковью Христовой. Та, которая трудится, верит, умножает свои дары, в котором люди через крещение рождаются, окунаясь в воду, в смерть и воскресение Его, и дальше повторяя вновь и вновь, только уже лично и своим участием и верой, для того, чтобы стать теми, кем мы сегодня есть. Удивительно. И удивительно еще то, что это может называться церковью тогда, когда мы одни, и в нас это благодать. И тогда, когда нас двое. И тогда, когда в ней, в одном доме живет целая семья. И тогда, когда люди собраны вместе в школе или на других каких-то своих работах. И тогда, когда даже люди могут зайти в этот зал. Мы едины. Едины в том, который знает, что такое жизнь. Мы едины в том, что Господь Бог живет между нами. В том, что мы смотрим друг на друга и узнаем определенные черты, такие же, как в нас самих, немощные и очень одновременно удивительные и красивые, которые мы находим на иконах. Потому что каждый человек, и мы в отдельности, считаемся образом Бога. И Пасха Христова – это время, которое всем людям напоминает об этом великом смысле. Это вершина проповеди христианской, та, которая проникает до конца, ту, которую невозможно ничем остановить, потому что она есть. Христос воскрес! Он царь миров, царей могучих повелитель. Он весь смирение, весь любовь. За грешный мир святую кровь пролил, как ангел-искупитель.
Христос воскрес! Он людям дал завет святого всепрощения, Он падшим милость даровал и за святые убеждения велел страдать, как сам страдал. Христос воскрес! Он возвестил, что на земле все люди — братья. Он мир любовью обновил, Он на кресте врагов простил и нам открыл свои объятия. Христос воскрес! Христос воскрес! Пусть эти радостные звуки, как пение ангелов с небес, рассеют злобу, скорби, муки. Соединим все братские руки, обнимем всех. Христос воскрес! На сцене вокальная композиция «Славьте небо и земля».
İnanmak Yaşaman Temeli bütünlüğe yortulu konserdi sevgili seyirciler. Görebileceğiniz GRT kanalının efirinde kısa zamanlarda ilerlediğimiz programımızda sizinle birlikte güzel adetler var halkımızda. Alezden bizi sevindirir o açan bu adetlere ürederler evlat boylarımızı. Aydar köyünde büyük yaştan insanlar verir gagavuzların kultura bilgilerini uşaklara. Teklif ederim birlikte gidelim Aydar köyüne. Maşa, gel bab giydirecek sana bir çıktı neste çarpacak kızım. Bunlar da babı da giydi bu çarklar. Onlar çoktan evvelki işler kızım. Böyle işler. Kim giyer de çark ki onlar sayılardı zengin. Hepsi çocuklar da bakacaklar kızıma. Çarklar. Şimdi bab giydirecek kızımı güzel. Futasını kuşayacak. Çemberini dardacak. Boncukları koyacağız. Öyle mi kızım? Şu. Ha gel şimdi yakal baba yaşın kızım. Oh benim kızım. Şimdi baba kuşayacak kızımın futasını. Ya güzel futası da kızımın. Maşallah. Ha benim kızım döner. Maladiyet benim kızım. Sesler babayı da mı mari? Baba sen giydirir ta küçücükten. Haydi ya şimdi dartayım senin çemberini de ben kızım. Kızımın çemberi de. Tülledi. Tüll. Şimdi babdarcık. Tülle ya. Oh. Naş sen var. Dön tülle babaya da babamı istetsin kızım. Tülle ha. Saçlarını da baba düzletsinler. Güzel olmasın yok. İnce kafası kızımın. Kızım güzel oluyor. Naşser. Şimdi öyle o. Dur baba şimdi ne dedin? Şimdi koyayım senin kızımın boncuklarını da. Ya güzel kızımın boncukları. Naşsen var. Ne anda böyle boncukla iyilerler varlar. Şimdi mamla giderler ta getirerler onları uzaktan bize. Dur uz kızım. Öyle o güzel. Dur kızım dur. Benim kızım açam olacak büyük kısa yetişse bari kızımın düğününe. Ya şimdi. Çocuklar, kızlar, siz hazırsınız mı? Ya yaklaşsın bana, yaklarsın. Daha izle. Yardım bana. Ben koyamadım çiçeği. Ay Kristina, babam kızı. Güzel kızım. Ay güzel. Ya sen kole palarya yandırsın. Uşak. Sle kole. Vanya, sen güzel kole. Браво, Евсея Гриша. Ой, Вим настоящий гагавuz. Değil mi? Alice gagavuz. Aman da güzelsin. Çek ederiz. gagavuzlar, bizim büyümüş Haydar hop ey gagavuzlar. Gelin gelin Haydar'a, Haydar Haydar'a, gelin festivaline Haydar Haydar'a. Gelin gelin Haydar'a, Haydar Haydar'a, gelin festivaline Haydar Haydar'a.
Sevgili seyirciler, programı yeni gün yaklaştı kendi sonuna. Ben derim size kalın sağlıcakla, gelen buluşmalar adın GRT kanalında.